Уважаемый председатель Национального банка, я вот давно хотел вам задать один вопрос по поводу цифровой устойчивости наших банков. Вот везде мы говорим безналичка, безналичка. Всем говорим, переходите на безналичные расчеты. Это очень хорошо. Но вот как быть с теми банками, которые очень часто замыкают и не дают воспользоваться собственными деньгами? Так часто происходит. Люди порой жалуются, когда нужно заплатить за товар или услугу, их счет почему-то становится невозможно по нему оплатить. Сбои идут постоянно. К банку наказание почему-то Национальный банк не хочет применять. А если человек, простой человек, не применяет где-то безналичку, его хотят наказывать. Вот это вот как понять? Я вот вообще вот этого не могу. Да? Общественный транспорт. Везде, вот всюду говорят, надо безналичкой платить. Никто не против, хорошо, надо. А почему валидаторы не везде работают? И если не работают, кто должен нести ответственность? Тот, кто платит безналичкой или тот, кто этот валидатор устанавливал? Вот мы, опять же говорим, госуслуги, муниципальные услуги, сейчас постановление приняли, должны быть безналичным расчетом оплачиваться. Да, хорошо, очень хорошо. Но не все госуслуги и даже муниципальные услуги можно через вот этот LQR, который сейчас Нацбанк утвердил, через него оплачивать. Не все госуслуги почему-то работают вот через безналичку. Почему так? Вот вы везде всех, вот от простого гражданина начинаете требовать, ты обязан платить безналичкой, ты должен это делать, показывай свои деньги. Но почему к банкам вы меры не применяете? Когда вот это будет цифровая устойчивость банков? Давайте так сделаем правило. Если банк не дает возможность использовать собственные деньги безналичным расчетом, то к этому банку применять санкции. Но это же так и должно же быть. Представьте, вот у вас в кошельке деньги, а кто-то приходит и говорит, нет, не вытаскивай деньги. Если будешь использовать эти деньги, мы тебя сейчас накажем. Или держит ваш кошелек, пока вы их не засунете в банк. Вот так же и банк и поступает же, получается. А вы к банку никаких мер не применяете. Иногда вот замыкает в аэропорте МОНАС, оплата безналичкой. Почему? Там не наказывают никого. Туннель оплачивают, там постоянно ломается. Почему? Там не наказывают никого. Везде вы требуете безналичку, но никого не наказываете при этом. Виноват обычный гражданин. Можете мне ответить на этот вопрос? Когда будем наказывать банки за то, что у них нет цифровой устойчивости, их платформ? Таслан Албаевич, саламатсыз ба? Мен бұл мәселені бірінші ұғытам. Қайсы банк екенсін маған тақ айтып берсеңіз, мен ошол банкты барып бір көзөмөлгө алайлы. Не наказывать деген бұл туура эмес. Если алар банктар биздин мыйзамдарды бузуп атса или улуттук банктын мыйзам ченеги актыларын бузуп аткан болсо, биз аларга мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Чара көрүлбөдү дегенге мен сизди кошула албайм. Сиз мага конкреттүү түрдө бир банкты айтып бериңиз, ошол банкты текшерейин. Мен өтө таңкалатам сиздин сөздөрүңүзгө. М-банк, пожалуйста, часто замыкает. РСК банк часто замыкает. Что, не так, что ли? Как это, как будто вы только проснулись, вы не знаете? Ваш весь Нацбанк знает об этом. Нацбанк даже сообщение иногда дает. Бывает на стороне там другого партнера. Как это вы не знаете? Вы знаете все.